возрасте 75 лет скончался народный поэт Джоло Чорыспаев. Панихида прошла в Национальном театре оперы и балета имени Абдуласа Малдыбаева. В последний путь поэта проводили родственники, коллеги и поклонники его творчества. О вкладе известного сатирика в развитие культуры страны отметил заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов. Кыргыз маданияты жана адабияты оор жоготууга учурады. Кыргызская культура и литература понесла невосполнимую утрату. Джоло Чорыспаев оставил нам множество произведений и авторских программ. Своим талантом он доказал, что можно завоевать сердца людей не только сатирой, но и способностью творить истинно народные произведения простыми словами. Он был наделен особым талантом, статной внешностью и блистательным умом он поднял сатиру на новый уровень. Его вклад в нашу культуру неизмерим. Джоло Чорыспаев родился в 1949 году в селе Джилу-Булак Тюбского района Исыкульской области. В 1975 году начал свою трудовую и творческую деятельность в Государственном комитете Киргизской ССР по телевидению и радиовещанию с должности редактора. По словам сестры поэта, он всегда усердно работал и проводил творческие вечера в кругу известных и талантливых людей. Нам сейчас очень тяжело. Мы потеряли не только великого поэта и сатирика, но и родного брата и опору семьи. Он был для нас как отец, всегда поддерживал и помогал во всем. В последние годы он тяжело болел, но, несмотря на это, всегда интересовался общественной жизнью. Хочу отметить, что он сам достиг всего. У него был талант от природы. Он воспитал многих достойных деятелей страны. В начале нулевых Джоло Чорыспаев работал на разных должностях в Чуйской областной телерадиокомпании. Также был корреспондентом радиостанции Кыргыз Радиосу. Он автор таких произведений, как «Чермок», «Конгуро» и «Ой Шумдук». Также Джоло Чорыспаев является автором текстов популярных в народе песен, таких как «Джар-Джар», «Сулуларга суктануга акымбар». Джоло Чорыспаев – ученик и продолжитель творчества таких выдающихся личностей, как Райхан Шукурбеков и Байдулда Сарногоев. Он работал редактором известных развлекательных радиопередач «Котманду Волсун Кунюнгер», «Шибеге» и «Не в бровь, а в глаз» и являлся автором и редактором очень популярной у телезрителей передачи «Мысхыл Джана Тамаша». Его отличительной чертой были смелость и ответственность. Он никого не боялся, говорил честно и того же требовал от людей. Его сатирические произведения в первую очередь нравились простым людям. Он умел донести юмор до людей простыми словами или стихами. Нам его не будет хватать. Покойся с миром, наш дорогой Джоке. Из советских времен мы по радио слышали что-то наподобие фитиля. Вот он вел, Джоло Чубайке Ава вел. И он на любую политическую ситуацию, на любое какое-то крупное мероприятие, будь международного или республиканского отношения, он выражал своими баснями, своей сатирой. И в этом, мне кажется, его гражданская, очень четкая и ясная гражданская позиция. Работы Джоло Чорыспаева в области литературы, культуры и телерадиовещания были высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград. В 2019 году ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Кыргызской Республики» и в 2021 году «Народный поэт Кыргызской Республики». Народного поэта похоронили на Аларчинском кладбище. Ермек Куренкеев, Меримбек Чусупекулу, ЛТР Бишкек.